День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Даяна Федорова. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Глава Якутии вручил награды участникам специальной военной операции и волонтерам. Медали за отвагу и самоотверженность получили 5 якутян. Новые крылья для Дальнего Востока и Арктики. В Якутске официально представили обновленный пассажирский лайнер Ил-114-300. В Якутске состоялось ежегодное февральское совещание работников образования Якутска. В центре внимания сохранение и развитие якутского языка. Якутия вместе со всей страной отмечает День защитника Отечества. Во всех образовательных организациях республики состоялись классные часы, уроки мужества, смотры, песни из строя. Спортсменки из Якутии вошли в сборную России по гонкам дронов. По итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях защищать честь страны они будут на международной арене. В Женеве состоялись двухдневные переговоры России, Украины и США. На этот раз обсуждался более широкий спектр вопросов, включая территориальные. Российскую группу возглавил помощник президента России Владимир Мединский. Он сказал, что общение было тяжелым, но деловым. Украину представил секретарь Совета нацбезопасности и обороны, а США – спецпосланник Белого дома. Первые две встречи с участием Москвы, Киева и Вашингтона прошли 23-24 января и 4 февраля в Абу-Даби. Делегаты обсудили предполагаемый Белым домом мирный план. В преддверии Дня защитника Отечества глава Якутии вручил награды участникам специальной военной операции и волонтерам. На церемонии побывала и наша съемочная группа. Отвага и самоотверженность – качества, которые, кажется, с молоком матери впитывают мужчины народа Саха. Потому о подвигах военнослужащих из Якутии знают на всем земном шаре. Подтверждает это и сам Владимир Путин. Якутия вообще хорошо развивается, активно развивается. Но и бойцов нам на линию боевого соприкосновения дает таких, которых поискать. Во всем мире, наверное, нет. А сегодня президент поблагодарил наших земляков наградами. Указом Путина медали за отвагу присвоены 5 якутянам. Получали их доблестные военные из рук главы республики Айсена Николаева. Я горячо и сердечно поздравляю всех вас с наступающим Днем защитника Отечества. Сегодня наша страна борется за свою свободу, за свой завтрашний день, за будущее национального всего мира. Впрочем, бойцы знают, что на родине им признательны и без наград. Достаточно посмотреть на объемы волонтерской помощи. Конечно, не забыли и о тех, кто обеспечивает крепкий тыл. Благодарность якутским добровольцам выразили власти Луганской Народной Республики. В первую очередь благодарность, что именно оценили нашу работу. Быть волонтером – это непросто, это призвание. Будем работать дальше. Выходя на службу, боец понимает, каждый день на кону стоит его жизнь. И эту самую дорогую цену заплатил Николай Тихонов. Ефрейтор погиб при исполнении воинского долга. Орден мужества получили родители и сыновья героя. Штурмовиком был, потом артиллеристом. После этого он пошел в разведку. Там он проявил себя в разведке, его назначили командиром разведгруппы 29-й армии. Он там служил и, соответственно, неплохо служил. Николаем гордится и по Николаю скорбит не только его семья, но и вся республика. Нет сомнений, что такое бескорыстное и беззаветное служение Родине можно и нужно славить и ставить в пример подрастающему поколению. Ржана Гармаева, Станислав Потапов, Якутск. В зимний период якутские бойцы на зоне СВО получают флисовые костюмы, сшитые на родине. Матери со всей Якутии объединяются в республиканском движении «Тепло рук», чтобы изготовить теплую и удобную одежду для военнослужащих. Подробнее о работе добровольческого швейного цеха расскажет моя коллега Диана Антонова.
Республиканское добровольческое движение «Тепло рук» вот уже 4 года беспрерывно снабжает бойцов комплектами одежды первой необходимости. Обычно в комплект входит костюм, тактическая рубашка, теплые портянки, балаклава, дождевик и другое. В зависимости от сезона содержимое меняется. Сейчас холодное время года, основная составляющая – это костюмы, сшитые из флиса. Мэрия нам дала субсидию на 200 тысяч нынче, да, вот недавно. И мы на эти деньги купили 14 рулонов флиса. Он, как сказать, утепленный. В них очень удобно. Я вот предпочитаю флис. Я вот с него начала как-то шить. Он такой мягкий, уютный. Мне кажется, ребята должны сразу вспомнить. Им становится тепло. Они, наверное, вспоминают о доме, когда его одевают. Помимо стандартных военных костюмов, есть изготовленные под заказ. Куртки и брюки по меркам бойцов, также подшитые специальными деталями. В ответ на свою работу волонтеры получают активную обратную связь от самих военнослужащих. В цехе одежду шьют в основном на швейных машинках, а также вяжут вручную специальные шапки, которые особо удобно носить под касками. Вот этот вот мальчик, он первый, кто вот именно он заказывал эту шапочку. С этого времени я начала еще и вязать. Научилась я с помощью его вязать крючком. И вот теперь мы вяжем вот такие вот шапочки для них. И мы называем их подкастники. Члены волонтерского движения – это женщины-матери со всей Якутии, которые работают вместе аж с 2022 года. Сначала это была всего лишь одна группа в Якутске, потом к ним начали присоединяться из других районов, а сегодня это уже целое республиканское движение. Пришли сюда, у нас было 4 человека вместе с Ириной Егоровной и 4 машинки. Одна из них подольская ручная. Вот на них мы и начинали шить. Сперва шили для лекарств аптечки, потом появилась ткань. Мы стали уже шить и флисовые костюмы. Мы очень хорошо расширились. Девчонки у нас хорошие все, работящие. Сейчас непростое для всех время волонтеры становятся живым примером того, как важно оставаться неравнодушным. Так члены добровольческого движения шьют для бойцов не просто форменную одежду, а одежду, которая хранит тепло и любовь материнских рук. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. Не менее высоким спросом среди бойцов из Якутии пользуются местные караси. Они богаты кальцием и полезные для восстановления организма после ранения. Студенты технологии и управления агроуниверситета сначала чистят чешую, затем расфасовывают по пакетам и замораживают. Заготовку местной продукции для бойцов поддерживают жители из разных уголков республики. На этот раз караси доставили из Кобяйского улуса. Отметим, что с начала СВО студенты и преподаватели агровуза отправили бойцам более 5 тонн различных якутских деликатесов и сытных полуфабрикатов. Караси мы получили от Кобяйского улуса. Там было 2 больших мешка. Мы будем почистить рыбу, перерабатывать и будем упаковать на субпродукты, на суповые наборы. Так что это будет качественно и очень питательно к нашим раненым бойцам будет. Наши ребята, они выполняют работу с большим усердием, ответственностью и любовью каждого студента. Лечебный массаж, физкультура, консультация психолога, физиолечение и эрготерапия. Это еще не все процедуры, которые проходят участники СВО и члены их семей. Каждому из них назначаются оздоровительные процедуры по состоянию организма и полученного ранения. Кроме того, во время реабилитации военнослужащие занимаются плаванием в бассейне «Самородок», каждый четверг ходят в дом Арчино-духовное благословение, участвуют в различных культурных мероприятиях. Также встречаются со специалистами по вопросам социальных льгот и выплат. Реабилитацию прошли более 1000 бойцов и члены их семей. Реабилитация у меня здесь, у меня массаж, прохождение психолога – это обязательная часть. И 4-разовое питание, мне, наверное, это уже воспоминания со школы, наверное, хорошее, питание отличное.
Да, соцконтракт я подписал в 2025 году, в августе месяце. Мне вот женщины социальной службы именно города Минного очень мне помогли в этом. Бизнес-центр там помог мне, короче, оформить как бы бизнес-план. Военное образование в Якутии отмечает столетие. Отчет истории ведется с 1926 года, когда в республике были созданы первые структуры по подготовке и обучению младших командиров и красноармейцев запаса. Подробнее об этом в следующем материале. Идею создания военной школы выдвинул в 1924 году Платон Алексеевич Аюнский. Его предложение было одобрено, и Якутская национальная военная школа была официально открыта 23 февраля 1926 года. Учреждение организовывалось на базе Якутской национальной военной роты. Обучение шло на 2 отделениях – стрелковом и станково-пулеметном. У нас документы Якутской национальной военной школы, они рассредоточены по нескольким фондам и представляют собой вот целый пласт богатейшей нашей истории, касаемого военного обучения. И вот говорят, что 900 человек, да, выпускников было. Конечно, среди них было очень много выдающихся личностей, принимавших участие во многих военных кампаниях, да, тогдашней нашего Советского Союза. На сегодняшний день ведется усиленная работа по сохранению истории военного образования региона. Архивисты и исследователи из года в год устанавливают имена первых выпускников Национального военного центра, а также тех, кто стоял на защите Родины в разные исторические периоды. К столетию Якутской национальной военной школы мы собираем материалы от детей, от родственников, от краеведов, материалы о курсантах. Мы продолжаем это дело, этот проект, и вот на днях, уже 24 февраля, уже начинается выставка об истории Якутской национальной военной школы в литературном музее имени Платона Аюнского. В Северо-Восточном федеральном университете действует военный учебный центр, где студенты проходят военную подготовку параллельно с основной образовательной программой. По окончании обучения выпускники получают военный билет. Если отмечать плюсы военного учебного центра, то это ты не теряешь время. Получается, ты после окончания учебы можешь сразу поступить на работу, либо дальше повысить квалификацию по своей специальности. По дисциплине очень сильно требуют, постоянно учим уставы, смотрят постоянно на форму, подготовленность, физическую подготовку подтягивают и так далее. Коллектив очень хороший, инструктора очень приветливые, требовательные. Столетие военного образования в Якутии стало не только поводом вспомнить историю, но и возможностью определить новые направления развития системы подготовки будущих защитников Отечества с учетом современных требований и технологий. Лилия Бурцева, Виктор Дьячковский, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Новые крылья для Дальнего Востока и Арктики. В Якутске официально представили обновленный пассажирский лайнер Ил-114-300, и свое знакомство с суровым регионом он провел эффектно – посадкой прямо на заснеженную грунтовую полосу аэропорта Маган. Подробности далее. За плечами этого борта уже 336 тестовых полетов. Цифра говорит сама за себя. Глубокая модернизация классического Ил-114-300 завершена. И самолет полностью готов к северным маршрутам. Вместимость до 68 пассажиров. Коммерческая нагрузка почти 7 тонн. Шум в салоне, по словам первых пассажиров, не сравнить со старым Ан-24. Полет прошел отлично. Самолет ведет себя очень хорошо. Спокойно, шума гораздо меньше, но с Ан-24 не сравнить. Но сейчас главная задача запустить его в серию. Надо выстроить правильную схему его финансирования с участием федерального бюджета,
с участием авиакомпаний, лизинговых компаний, для того, чтобы как можно больше вот эти самолеты начали уже производиться и заменять вот Ан-24, Ан-26. Потенциальная маршрутная сеть для новичка внушительна. Только внутри региона, где расстояние между населенными пунктами огромные, насчитывается 158 маршрутов. Из них порядка 28 межрайонных направлений, где новый Ил-114-300 может стать незаменимым. Сегодня региональные авиакомпании, такие как Полярные авиалинии и Алроса, эксплуатируют около 20 бортов Ан-24. Давно следим за разработкой и испытаниями нового отечественного воздушного судна Ил-114-300. Следим за испытаниями и очень рады приветствовать команду разработчиков, конструкторов здесь, в Якутске. И у нас наш аэропорт был всегда испытательной площадкой, в том числе и для МС-21 буквально в 2022 году. Мы с нетерпением ожидаем, авиаторы всей Якутии, население ожидает новое воздушное судно Ил-114. Ведь на самом-то деле наша территория республики огромна, и мы видим это и для внутрирегиональных авиарейсов использования этого самолета, но и для межрегиональных авиарейсов. Примерно понимаем, что у нас он будет крайне востребован во многих аэропортах. Однако программа испытаний на этом не заканчивается. Перед началом серийного производства машине предстоит подтвердить свои навыки выживания в еще более суровых условиях. А уже следующая командировка авиастроителей запланирована в Архангельск. В условиях естественного обледенения специалисты оценят работу систем в высоких широтах. А в мае лайнер ждут в зонах грозовой активности, где проверят реакцию на сложные метеоусловия и некоторые специальные авиационные режимы. Программа испытаний в Якутске завершена в этом году. Мы достигли отметок 43-45 градусов. И очевидно, что в конце текущего года и в начале следующего вернемся опять для того, чтобы продемонстрировать работу самолета при минус 50. Испытания прошли успешно. В целом в этом году у нас целый ряд специальных испытаний по расширению карты данных, по снятию ограничений, как я уже ранее говорил. Главная задача к поступлению самолетов на линии регулярные – снять все эксплуатационные ограничения, которые могли бы помешать эффективной коммерческой эксплуатации самолета. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил Минпромторгу и Росавиации проанализировать себестоимость производства и эксплуатации Ил-114-300. Задача – сделать так, чтобы надежный северный самолет был еще и экономически доступным для авиакомпаний. Первые серийные поставки на Дальний Восток запланированы на 2028 год. К тому моменту все текущие ограничения будут сняты, и лайнер окончательно пропишется на маршрутах, где главным качеством всегда была выносливость. Дарья Краленкова, Станислав Потапов, Якутск. Исполнение указа о социально-экономическом развитии Алданского района до 30 года проинспектировал глава республики Айсан Николаев. Вместе с ним на объектах побывали наши корреспонденты. Сроки исполнения указа главы республики о развитии Алданского района подходят к середине пути. За 3 с небольшим года было введено немало объектов социального и производственного характера. Вот и на этот раз глава республики открыл очередной – Нижнекуранахскую детскую школу искусств. Поздравляем всех с открытием Нижнекуранахской детской школы искусств! Здание почти в 1000 квадратных метров было реконструировано и отремонтировано. Теперь здесь будут воспитывать юных художников, музыкантов и артистов. Сейчас у нас просто такие просторы для творческой деятельности и столько возможностей. Мы надеемся, что мы все это реализуем. Куранахская школа – результат государственно-частного партнерства. Весомую финансовую поддержку для ее появления оказала золотодобывающая компания «Полюс Алдан», которая расположена в Куранахе. Вот сегодня замечательный объект мы открыли в Нижнем Куранахе благодаря Фонду будущих поколений и компании «Полюс». Полностью
по новой перестроен здание бывшего детского сада в Нижнем Куранахе, и там сейчас появилась детская школа искусств. Ребята просто замечательные, так красиво поют, играют. В указ главы входят не только социальные объекты, но и развитие промышленного производства. К примеру, в прошлом году в районе горнодобывающая компания «Селигдар» ввела в строй золотоизвлекательную фабрику. В поселениях появляются новые теплоцентрали, продолжается работа по газификации населенных пунктов. К 2030 году должен быть создан Алданский промышленный кластер, который свяжет практически все существующие и новые производительные силы. Тому способствует развитие транспортной логистики. Айсен Николаев побывал в депо железных дорог Якутии, где производят ремонт подвижного состава. Реализация указа, подписанная мною летом 2022 года, идет неплохо. Мы видим достаточно серьезные изменения в социально-экономическом развитии района. И если говорить об экономике, достаточно уверенно здесь развивается золотодобыча, открываются новые фабрики, открываются новые производства. Ну и самое главное, кроме золота, многие отрасли развиваются. Хорошо идет вперед железные дороги Якутии, которые не только свой основной бизнес развивают, но и строительные развивают, и даже сельское хозяйство. Поэтому такие примеры можно только поддерживать. В целом глава республики отметил набранные темпы по освоению района. Однако расслабляться не стоит, так как главной задачей является повышение уровня жизни населения. Большой объем работы здесь проделан по аварийному жилью, по переселению граждан из аварийного жилья. Но здесь, еще раз говорю, расслабляться никак нельзя. Нам еще много предстоит сделать, чтобы полностью решить эту проблему в Алданском районе. Опережающее развитие социальной инфраструктуры для обеспечения качества человеческого капитала – вот основная цель указа главы республики. Для ее достижения необходимы политическая воля и консолидация всех сил, в том числе и населения района. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район. Началась подготовка к 11-й международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика. Устойчивое развитие». Форум пройдет в марте, но эксперты уже обозначили основные темы, которые станут ключевыми. В этом году планируется сосредоточиться на развитии транспортной инфраструктуры. Это и трансформация Северного морского пути, а также реализация трансарктического транспортного коридора. Отдельные панели посвятят реализации мастер-планов опорных населенных пунктов, отечественным инновационным решениям и их внедрению. На конференцию приедут представители законодательной и исполнительной власти, ученые, предприниматели. Традиционно активное участие в дискуссиях примут и делегаты от Якутии. И вот научно-практическая конференция как раз имеет прикладное значение, чтобы услышать специалистов, чтобы были выработаны лучшие предложения. Дело в том, что регионы обладают опытом управления территориями, управления конкретными производствами, отраслями, формациями. И лучшие региональные практики, лучшие муниципальные практики, они как раз станут основой и лягут мероприятия новой стратегии до 2030 года. В Якутске прошло окружное совещание Рослесхоза, посвященное лесному хозяйству Дальнего Востока. Главными итогами прошлого года в Якутии стали резкое сокращение лесных пожаров и снижение объемов незаконных вырубок. Республика продолжает активное лесовосстановление и внедрение новой федеральной информационной системы. Цифровой мониторинг обеспечит постоянный контроль за ресурсами и поможет оперативнее охранять лесные богатства региона. Передача и вообще исполнение переданных полномочий, оно, безусловно, связано как с четким, понятным федеральным финансированием и строго поставленными задачами. Поэтому сегодня, что касается Республики Саха-Якутия, республика выполняет переданные полномочия и, прежде всего, по задаче, связанной с восстановлением лесов. Регион вкладывает существенные средства, кроме средств федерального бюджета, в осуществление переданных полномочий в области лесных отношений. Причем это, опять же, как история с пожарами, так и лесовосстановление.
На территории Якутии введен особый противопожарный режим. Мера связана с неутешительной статистикой. С начала года в республике зарегистрировали 201 пожар, в результате которых погибли 21 человек. В районах работают над усилением профилактических мероприятий. Хорошо зарекомендовала себя акция «Предотврати пожар, установи АДПИ». Автономные дымовые извещатели бесплатно монтируют в домах многодетных семей, ветеранов, инвалидов. Результаты ощутимы. В Абыйском, Верхнеколымском, Мегино-Кангаласском и Среднеколымских районах больше 90% льготных категорий обеспечено АДПИ. Профилактика пожара включает это информирование, обучение населения. И у нас на территории республики действует очень хорошая социальная акция «Предупреди пожар, установи АДПИ». И, пользуясь случаем, я хочу обратиться к жителям республики. Установите эти извещатели. Извещатель в ночное время – это очень нужная вещь. И я считаю, это во всех жилых домах должны быть установлены в целях безопасности населения. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. С 1 марта текущего года начнет действовать новый единый порядок оплаты услуг ЖКХ. С этой даты платежки будут поступать жильцам не позднее 5 числа каждого месяца. А крайний срок оплаты коммунальных услуг сдвинется с 10 на 15 число включительно. Изменения сыграют важную роль для пенсионеров, поскольку большинству из них пенсии приходят с 10 по 15 число. Кроме того, распространены случаи, когда граждане не успевали оплачивать счета вовремя из-за получения зарплаты после десятых чисел, из-за чего им начислялись пени. Ремонт улицы Аюнского в Якутске планируют завершить в 2027 году. В этом году в столице региона планируется отремонтировать более 7 километров дорог. Среди них улицы 50 лет Советской армии, перекрестки улиц Хабарова и Чернышевского. Более того, в 203-м микрорайоне построят новую улицу Ефимова, которая на данный момент существует лишь формально. Также значительные работы уже ведутся в таких городах, как Мирный, Ленск, Алдан и Нерюнгри, где планируется отремонтировать более 16 километров дорог. В мессенджере Макс появилась функция записи к врачу через чат-бот. Его можно найти в поисковике, написав «Запись на прием к врачу» в Республике Саха-Якутия или пройдя по QR-коду. После запуска чат-бота в Максе необходимо будет внести СНИЛС и дату рождения. После выбрать врача, свободную дату и время приема. Кроме того, есть возможность пройти онлайн-консультацию, решив неотложные вопросы за пару минут. Можно оформить телемедицинскую консультацию онлайн, даже если пациент находится, допустим, не по месту жительства, не в том районе, города, где он находится, а в центре города. Допустим, мы обслуживаем Гагаринский округ, да, Мархинский микрорайон и север города. Поэтому пациент, если переехал куда-нибудь временно к родственникам, он может всегда подключиться к своему врачу по телемедицинской консультации. Пациент должен настроить свой телефон так, чтобы не было ограничений на входящие звонки, допустим, с незнакомых контактов. А также должна быть камера работающая, микрофон также должен работать хорошо. В Якутске состоялся городской конкурс «Лучшая бригада скорой помощи-2026». Конкурс проводится уже 3-й год и служит площадкой для обмена опытом и дружеского соперничества между командами медиков. Работа сотрудников скорой помощи требует отточенных навыков и умения действовать уверенно и быстро. На службе они не только ездят на вызовы, но и постоянно практикуются. Конкурс «Лучшая бригада» позволяет участникам показать и развить свой профессионализм. На первом этапе 4 практических задания. Члены жюри оценивали умение находить контакт с пациентом, оказывать медицинскую помощь, при этом соблюдая все техники безопасности и скорость работы. Конкурс связан с нашей профессиональной деятельностью, будет оцениваться
методы экстренной помощи, ориентирование наших сотрудников на месте. Все сотрудники наши – это члены выездных бригад в составе водитель, первый медик и его помощник. В работе с пациентами каждый случай уникален. Фельдшер должен уметь правильно реагировать в экстренной ситуации и находить контакт с любым больным. Каждый год мы добавляем изюминку. В этом году мы решили добавить изюминку, что наша легенда приехала иностранка и разговаривает на английском языке. То есть наша бригада, цель, задача найти контакт и вывести полностью диагноз. Второй этап творческий. Медики показали свои способности и таланты. Постановка танца и демонстрация любимого хобби. Так конкурс позволил участникам продемонстрировать себя не только в профессиональном плане, но и раскрыть свои личные качества. Каждая команда проявила высокий уровень мастерства и искреннюю преданность своему делу. Бригада – это как бы коллеги с моей смены. Мы просто за день сели, все обговорили, повторили. Стандартно, все обычно, если это все уже налажено, то все это делается легко. По итогам победившая команда получила возможность участвовать на республиканском конкурсе бригад скорой помощи, который пройдет уже 19 марта и соберет участников со всей Якутии. Диана Антонова, Семен Семенов, Якутск. Нерюнгринцы могут пройти диспансеризацию и проверить состояние здоровья. Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» обследование проводится бесплатно. Оно помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, оценивать факторы риска и проводить оценку репродуктивного здоровья. В этом году уже около 3000 нерюнгринцев позаботились о своем здоровье. Среди них нескольким жителям Нерюнгри на ранней стадии выявили сердечно-сосудистые заболевания, артериальную гипертонию. Пациенты уже начали наблюдение и активное лечение по выявленному заболеванию. Для того, чтобы пройти диспансеризацию, пациент может записаться либо через МАКС на сайте ЕР-14 по телефону колл-центра 122 при личном обращении в поликлинику либо в отделение профилактики, расположенного по Аюнского у нас. С конца прошлого года мы ввели такое нововведение. Каждый, кто пройдет диспансеризацию, либо профилактические медицинские осмотры, или также посетит школу здоровья, участвует у нас в лотерее. То есть призы еженедельно, розыгрыш проводится, и призы у нас достаточно разнообразные. Идем далее. В Якутске состоялось ежегодное февральское совещание работников образования Якутска. В центре внимания сохранение и развитие якутского языка. О новых методических решениях и лучших педагогических практиках в сюжете далее. Методическое пособие по изучению якутского языка, литературы и национальной культуры представили в рамках февральского совещания. В сборник вошли лучшие практики столичных педагогов. Издание продолжает серию пособий и ориентировано на практическое применение в образовательных организациях. Сюда вошли очень нужные практические материалы. Это задания олимпиад, задания конкурсов, также ОРЭ. И также другие очень нужные практические материалы, нужные для учителей в повседневной работе. Выставка «Практика» объединила более 10 образовательных учреждений. Педагоги представили авторские программы, дидактические материалы и современные форматы преподавания родного языка. Хотелось бы, чтобы наши дети не забывали свой родной язык, и век высоких информационных технологий, они, сохраняя свою идентичность, свою культуру, достигли высоких результатов. К работе площадки присоединились и дошкольные учреждения. Детские сады представили настольные игры, развивающие книги и интерактивные материалы на якутском языке. Специалисты отмечают, раннее языковое развитие способствует формированию устойчивого интереса к родной культуре. В нашем детском саду функционируют 2 группы старшего дошкольного возраста с якутским языком обучения. Данные группы очень актуальны и востребованы родителями и открываются по запросу семьи. В следующем учебном году в нашем детском саду будет открыта группа с родным языком обучения для детей с 2 лет. Итоги работы площадок и приоритетные направления на предстоящий период обсудили на пленарном заседании. В числе ключевых задач – повышение качества обучения, поддержка педагогов и системная работа по сохранению и развитию родного языка. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Дошколята города Ленска продемонстрировали дух патриотизма в очередном конкурсе «Песни из строя». Свои умения в точности выполнения команд, маршировки в колонне и выразительном исполнении песни продемонстрировали 7 команд. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Одетые в символическую форму различных родов войск, ребята торжественным маршем вошли в зал. Большое впечатление на маленьких участников конкурса произвело показательное выступление отряда юноармейцев. После чего участников конкурса «Песни из строя» приветствовали представитель службы МЧС, участники специальной военной операции, которые были в жюри, и руководитель районного управления образования. Мирного неба, счастья, улыбок, смеха. И пусть сегодня выиграет сильнейший. Далее наступила очередь выступлений. Все было по-настоящему. Выполнение команд «Равняйся», «Смирно», «Направо», «Налево», «Кругом» и прохождение по залу. Расхождение и исполнение строевой песни. Ребята все четко выполняли, а командиры уверенно отдавали рапорт главнокомандующему конкурса. Чеканя шаг, ровным строем прошли отряды танкисты, пограничники, десантники, летчики и моряки. Большой поддержкой для ребят стали гости, среди которых родители, бабушки и дедушки и воспитатели. Судило конкурсантов ответственное и справедливое жюри, которым, надо сказать, было непросто. Все ребята были хорошо подготовлены, ярко, красиво, эмоционально выступили все. Каждый старался и очень переживал. Я думаю, все, третье место. А нет, первое место. Рады? Первое место, да, очень. Что было самое сложное? Самое сложное для меня это было маршировать самое легкое. Сложно было это повороты. Да, мы старались. У меня маршировка это плохо. Я когда ошибаюсь, я ноги как-то меняю, чтобы подстроиться обратно. И вот у меня получается. Вручая грамоты, организаторы отметили, что это не просто соревнование, а возможность увидеть, как дети учатся быть дружными, дисциплинированными и уверенными в себе. Второй год подряд первое место заняли воспитанники детского сада «Сардана». Я командую четко, у меня голос поставлен. Справились, хорошо справились. Наши ребята еще спортсмены. В прошлом году было первый раз, было волнительно. В этом году уже нормально, на автомате. Конкурс «Смотр песни из строя» стал доброй традицией для воспитанников детских садов и призван воспитывать чувство гордости за российскую армию, любовь и чувство долга перед Родиной. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после паузы. Оставайтесь с нами. В эфире программа «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Столетний юбилей отметила ветеран тыла Великой Отечественной войны и кавалер Ордена Трудового Красного Знамени Раиса Микалюанас. В 40-е годы женщина совмещала учебу в техникуме с работой на якутском рыбзаводе. Впечатляет общий трудовой стаж долгожительницы – 46 лет. Помимо многочисленной семьи, у именинницы 3 детей, 7 внуков и 15 правнуков. С круглой датой ветерана телеграммой поздравил президент Владимир Путин. От имени главы республики Раисе Михайловне вручили знак ЮСАС и выплату в размере 1 000 000 рублей. Когда я училась в Астрахани уже, был профессор, он говорил: учитесь все, знания на плечи не давит. И вот я своим внукам, правнукам это говорю.
вначале надо получить знания, потому что в наше время без знаний мы никуда. Вы знаете, потом надо понять, что такое семья и дети. Вот вы имеете семью, так будьте и семьянином. А еще в жизни надо всегда думать, чтобы дети были достойны вас, и вы могли гордиться, что у вас есть дети. На страже культурного и исторического наследия 21 февраля свой профессиональный праздник Всемирный день экскурсовода отметили проводники в мир искусства. Эта работа требует не только постоянного изучения большого объема информации, но и особого таланта в ее подаче. О тонкостях ремесла и тех, кто открывает нам историю, расскажем далее. Экскурсовод – это, наверное, одна из самых необычных творческих профессий. В нее приходят люди, которые хотят не только связать свою жизнь с искусством, но и делиться им с окружающими. Эту высшую цель преследует и Виктория Иванова, выпускница АГИКИ, ныне ставшего университетом. Я родилась с этим ощущением, что я хочу что-то творить. Я любила что-то делать руками, рисовать. И родители это видели. И, не скажешь, что прям поддерживали там финансово, но просто разрешали, как бы можешь, если хочешь разукрасить стену, разукрашивай. Я очень любила рисовать на стенах дома. И было очевидно, что я поступлю на художника. Работу в Национальном художественном музее Виктория называет исполнившейся мечтой. Больше всего ей нравится общаться с людьми и создавать, узнавать что-то новое. Наверняка многих из посетителей всегда интересовал вопрос, как экскурсовод находит интересные факты. Ответ оказался не таким сложным, каким его можно представить. Мы обычно с коллегами устраиваем друг другу рассказываем экскурсии, и каждый раз, когда мы друг другу рассказываем, выплывают какие-то новые факты, конечно, достоверные факты. Просто кто-то вспомнил, рассказал, и если это достаточно интересный факт, мы обычно как-то запоминаем и можем его включить в сам материал. Особенность материала для проведения экскурсии заключается в его универсальности. Он должен быть интересен как взрослым, так и детям. Я недавно проводила экскурсию для маленьких детей дошкольного возраста. И детям очень нравится слушать экскурсии, на самом деле. Им очень нравится смотреть картины. И в конце, после экскурсии, детям очень понравилось, и они меня обняли. И такие: спасибо, очень мило. Помимо основных экспозиций развиваются различные интерактивные программы, как для взрослых посетителей, так и для детей. Проводятся мастер-классы по живописи, декоративно-прикладному искусству и квесты. На втором этаже там, где листок стоял, и там были цифры 11. Там было очень много цифр. И мы отвечали. Мы делали шаток и разных фигурок, и потом мы делали картинки якутские. Мы делали котиков из проволоки. Легко. Понравилось? Да. Даже в только что созданных котиках хранится память об особом моменте. Профессия экскурсовода – это способность оживить прошлое, сделать его близким и интересным даже для самых маленьких посетителей, сохраняя тем самым культурное наследие. Всемирный день экскурсовода отмечается в знак признания этой миссии с 1990 года. Анастасия Пуляева, Виктор Дичковский, Якутск. В Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее провели международную премию «Фолк-звезда» и выставку декоративно-прикладного искусства «Снежные узоры Якутии». Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Среди участников Москва, Пермский край, Ленобласть, Нижний Новгород. Разные народы многонациональной страны. Якутию представили мастера и коллективы из Якутска, а также Аймяконского, Устьянского, Жиганского, Чурапчинского районов. Всех участников объединил танец осохой. Классика, проверенная временем в динамичном прочтении. На сцене шпаги, интриги и знаменитая «Один за всех и все за одного». В Русском театре имени Пушкина готовят премьеру «Трех мушкетеров» с эффектными трюками, зрелищными поединками и неожиданным взглядом на знакомых героев. Чем удивят зрителей на этот раз, знает Петр Васильев. Вы молчите? Вы молчите? 1000 чертей!
Эта фраза графа де Тревилля, которую знают во всем мире, совсем скоро зазвучит со сцены русского драмтеатра. В новой постановке приключенческой ироничной комедии зрителей ждет динамическое действие, дуэли, погони, заговоры и, конечно, история взросления главного героя. Исполнитель роли Д'Артаньяна признается, к образу подходил, опираясь прежде всего на роман, который перечитал перед началом работы. Вся база, она тут, которая потом на сцене вытаскивается, идет шлейфом, тянется на протяжении всего спектакля. Когда вот я как актер, исполняя роль Д'Артаньяна, выезжаю, во всяком случае стараюсь и имею это в виду держать, да, на протяжении всего спектакля. Откуда я приехал? Зачем я приехал? И самая главная актерская штучка, для чего я выхожу на сцену. Спектакль насыщен сложной пластикой, сценическим фехтованием и трюками. Постановщики сделали ставку на живое действие, стремительные перестроения, акробатические элементы, работу с холодным оружием. Здесь нет ощущения театральной условности. Зритель буквально оказывается внутри поединков и придворных заговоров. Теперь также мне отвечает. Куда? Вот сюда. Вот. Ага. Да. Но это же надо быстрее делать. Это надо делать. Для короля Артура главное меч, главное конь. Для Д'Артаньяна его шпага это что? Ну как что? Это продолжение его руки. Прежде всего. В бою это продолжение его руки, это его как бы... Ну, понимаете, к оружию отношение было очень щепетильное в то время. Оружие берегли. Потому что от оружия зависела жизнь. Образ главного антагониста тоже получился неоднозначным. Кардинал Ришелье в этой версии не карикатурный злодей, а стратег и государственник. Хоть он и по итогу оказывается неудачником, которому ни в любви не везет, ни в придворных интригах. Из всех ролей, которые вообще в этом произведении существуют, я присматривался еще до того, как начали постановку. Именно это мне откликнулось, и я вообще понял, что мне не интересно более никого сыграть в «Трех мушкетерах», кроме кардинала Ришелье. Его образ почему-то, мне кажется, мне наиболее интересным и наиболее близким мне по духу вот в данный период моей жизни. Может быть, в другой период я бы подумал, что, будь я помоложе, я бы сказал, конечно, я Д'Артаньян. Яркие костюмы, живой темп, зрелищные трюки и классическая история о дружбе и чести. Постановка обещает стать одним из самых эффектных театральных событий сезона. Премьера приключенческой комедии «Три мушкетера» состоится уже 27, 28 февраля и 1 марта. Петр Васильев, Семен Семенов, Якутск. Провожаем зиму, встречаем солнце. По всей стране завершилась масленичная неделя. Село Табагани осталось в стороне и развернуло настоящее гуляние в Доме культуры «Кедр». Там прошла праздничная программа с вкусным названием «Масленица блинная, народная, старинная». Гостей встречали нарядные коробейники со сладостями, горячими блинами и тематическими мастер-классами. Главным событием стало театрализованное представление «День первый. Встреча». На сцене выступили ансамбли «Зорень», «Синегорье», «Задоринга» и «Импульс». А особый колорит празднику придали ямские бубенцы и программа организации «Потомки государевых ямщиков». В понедельник у нас встреча Масленицы. Мы к ней очень тщательно готовились. Изготовили куклу. Представим сегодня театрализованное представление. Задействованы клубное формирование, общественные советы, наши ветераны. Праздник один из любимых, поэтому, конечно, мы готовимся очень тщательно. В программе у нас театрализованное представление, угощение, блинный стол, чай из самовара. Также у нас работают девочки с мастер-классом по изготовлению куклы-масленки. Ну, мы всех поздравляем с праздником, желаем здоровья, счастья, благополучия. Якутские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы среди юниоров, завоевав медали в Болгарии. В составе сборной России, выступающей под нейтральным флагом, проявили себя Аина Готовцева и Николай Яковлев. Аина принесла команде золотую медаль в дисциплине пневматический пистолет 10 метров трио, а Николай удостоен серебра и бронзы за стрельбу из винтовки. Перед важным стартом в Бургасе спортсмены прошли интенсивную подготовку на тренировочных сборах и внутреннем отборе в Москве. Следующей целью для стрелков станет первенство России, которое также является отборочным этапом в национальную сборную. Самый главный старт у нас – попасть в сборную России на 27 и на 28 год. И в этом году цель стоит у нас юношеские Олимпийские игры. Вот там надо масштабно и
серьезно надо подготовиться. Ну, настрой ребят, они сейчас уже, как сказать, в боевом построении, мотивация есть, родители очень помогают, тренера тоже. Спортсменки из Якутии вошли в сборную России по гонкам дронов. По итогам успешных выступлений на всероссийских соревнованиях защищать честь страны они будут на международной арене. Подробнее в сюжете Лилии Бурцевой. В числе тех, кто получил право выступать за страну на международном уровне, Сутакова Сардана и Антоева Уйгулана. Ранее спортсменки становились призерами всероссийских турниров, а также успешно представляли регион на чемпионатах федерального округа. Несмотря на то, что девушки занимаются этим видом спорта чуть больше года, они уже показывают высокие результаты на соревнованиях. Мои первые соревнования это было Кубок министерства, это республиканские соревнования. Я там получила первое место, мне понравилось, и я решила дальше. Потом республиканские соревнования, там я тоже выиграла второе место. Потом чемпионат первенства Дальнего Востока, там я тоже призовое место взяла. Потом чемпионат России и первенство, мне там тоже понравилось. В целом мне очень нравятся соревнования, мне нравится, как они проводятся, мне нравятся эмоции, которые я испытываю при полете, и вообще мне нравится социализация, общаться с разными пилотами. Включение в состав сборной России стало большим достижением как для самих спортсменок, так и для всей Якутии. Развитие гонок дронов в республике ведется при поддержке федерации и образовательных организаций, что уже приносит ощутимые результаты на уровне страны. Это первая сборная России по гонкам дронов. Вот недавно она стала официальным видом спорта, где можно получить разряды, мастера спорта. И вот таким образом, усердным трудом девочек, команды республики, наши девочки попали в состав сборной России. Но мы сами начали. Вот Уйгулана пришла в 2025 году, с января начала заниматься. Сперва вот только парни были. Она проявила большой интерес, подошла ко мне, узнавала что-то как можно соревноваться, какие дисциплины есть. И вот потихоньку мы начали тренироваться. Я сразу увидел, что она талантлива именно в управлении дроном. Теперь якутские спортсменки будут представлять Россию на международных соревнованиях, где им предстоит побороться за медали и подтвердить высокий статус отечественной школы дрон-рейсинга. Лилия Бурцева, Станислав Потапов, Якутск. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.